Мне кажется, всегда была какая-то своя такая, я не знаю, каста какая-то людей, которые читают, а кто-то не читает. Подарили мне как-то на день рождения второй том Мейерхольда, а первый не подарили. И я действительно полгода ходил по букинистам и искал первый том. Он был в библиотеке у нас в Академии искусств. Я его уже до этого прочел, но есть второй, нужен первый. И вот именно в этом букинисте я купил первый и второй том, потому что отдельно они не продавались. Теперь у меня два тома Мейерхольда. Надо кому-то подарить и такой флешмоб устроить книжный. Можно честно признаться, что, учась в школе, я не читал. Никакой своей библиотеки у меня не было. И от этого начал, конечно, ходить по книжным. Когда прихожу, всегда иду сначала в отдел искусства, все, что связано с театром, и потом обязательно драматургия. Тут, по-другому я не могу пока. Вот, поэтому здесь, конечно, здесь очень большой простор. Здесь можно найти и какие-то даже раритетные вещи, которые сейчас не издаются просто. Я не знаю, письма Немировича Данченко или там собрание сочинений полное Станиславского, чем в каком-то магазине. Ну и вот та судьба книги, о которой я говорил. Но мы видим, что все штампы погашены. И книга 46-й год. Максим Горький. Мне кажется, очень хорошее приобретение будет. Ты приходишь и уже на что ты откликнешься. А вот, кстати, Булгаков, о котором я говорил, точно такой же у меня дома. «Дети Арбата», очень известная книга. Я не знаю, что нам говорить о Бернарде Шоу, его надо идти и смотреть в Русский театр. Там неплохой Пигмалион. Вот. Давно искал книгу «Денискины рассказы». Мне кажется, из этого можно сделать очень хорошую инсценировку для театра, потому что можно одинаково любить братьев Карамазовых и также любить Маугли, потому что это великолепнейшее произведение. Как человек молодой, я ведь не знал, что Иван Васильевич меняет профессию. Это великое кино, написано по пьесе Булгакова, только во времени перешли чуть вперед. Я абсолютно убежден, что любая книга лучше фильма. Я стараюсь читать и современных авторов. Одно время я покупал сборники от такого конкурса «Дебют», это литературный конкурс, но очень часто не находишь в этом себя. А когда ты приходишь в такие магазины, ты спокойно можешь походить, спокойно выбрать в какой-то определенной тишине, в какой-то определенной атмосфере, которая располагает, допустим, ко мне, так как я человек, я считаю, что я более-менее спокойный человек. Поэтому мне в таких магазинах, и чувствую я себя намного лучше в них и спокойнее. Конечно, приходится много читать с электронных носителей. И в этом, мне кажется, что есть некоторая беда. Приятно все-таки книгу подержать в руках. Это тут, мне кажется, даже спора не может быть по этому поводу. У каждой книги ведь свой запах, своя душа. Приходишь, открываешь, а там стоит 8 штампов из разных библиотек. А сегодня она попала в букинистический магазин. И получается так, что кто-то там ее украл в одно время, потом она перешла в другие руки, потом она опять попала в библиотеку. У книги судьба получается. Или когда ты в букинисте покупаешь подписанную книгу. На день рождения, на юбилей, на все что угодно. Раньше книги дарили очень много. И в этом тоже есть какой-то трепет, ведь это кто-то держал в руках. Вот, поэтому для меня книга важнее, чем планшет или читалка. Тут все-таки, мне кажется, больше срабатывает какой-то интуитивный момент. Сегодня я могу пройти мимо,
А завтра у меня будет такое настроение, что я приду и буду несколько часов в этом магазине рассматривать каждую книгу и думать, так, это мне взять или это. А потом я скажу, нет, надо взять обе, и счастливый прийти домой, а жена скажет, опять ты деньги потратил на что? Сегодня с большой радостью мы купим собрание сочинений в 11 томах Эриха Марии Ремарка. Как сейчас в интернете пишут, прекрасная французская поэтесса. Вкус, вся радость того в том, что я еще не открыл, что я еще не прочел. Поэтому, мне кажется, дальше больше. Вот как-то так.